Сагапши, Инарки и Плиево – 3 муниципальных объекта региона, которые сегодня страдают от нехватки воды. Для бесперебойного снабжения этих селений по указанию главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова проводится комплексная работа. Так, чтобы обеспечить запас воды для жителей Плиева, в соседнем Барсуки устанавливают каптажный колодец, который будет перекачивать воду в накопительные резервуары в Плиево. Будем набирать резервуары, как оно должно быть, и спускать населению воду с резервуара. На сколько населения, кому мы облегчим жизнь? Облегчим жизнь именно Плиева. Та насосная станция, которая работает, она не имеет техническую силу довести воду до резервуаров. Да. Дотолкать. Дотолкать, да. И у нас будет возможность накапливать воду. В случае даже аварии у нас будет вода в накоплении. Это очень хорошее вы придумали техническое решение. Я надеюсь, что эти 2000 тонн, 2000 кубов спасут ситуацию, в Плиеве больше не будет проблем. Будем надеяться. Молодцы, спасибо, хорошее решение. Как отметили представители Минэнерго Республики, это одна из наиболее быстрых мер, которая позволит обеспечить жителей Плиева водой. В этом колодце будет установлен насос. Он подаст воду в эти 2 резервуара, которые ранее были установлены нефтяной компанией, но так и не были использованы. Этот способ был выбран из-за 90% изношенности трубопровода Альтиева-Плиева и Магаз-Плиева, что не позволяет увеличить давление в магистралях. Мы получим 20%. У нас такие расчеты увеличения поставки воды для сельского поселения Плиева. В данный момент уже нами проделанные работы, 70% в сельском поселении Плиева уже есть стабильно. На сегодня примерно у 20% жителей Плиева вообще нет воды. В селении свыше 2500 домовладений, при численности населения 20 тысяч человек. Там, где водоснабжение не доходит, проблему решают при помощи водовозок, которые были приобретены пару лет назад по поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Ситуация каждый день меняется или в ту, или в другую сторону. По сравнению с прошлыми годами ситуация немного улучшилась. Там, где нет воды, мы осуществляем подвоз воды населению. Практически каждый день мы закрываем проблему с водой. Какие районы сегодня нет воды? Улица Алханчурская, Лесная. Несколько улиц. Далее правительственная делегация направилась на водозабор Кантышева-Далакова. Этот объект был введен в эксплуатацию в 2012 году и по планам должен был решить вопрос с водоснабжением в Малгобекском районе. Но по факту себя полностью не смог реализовать. Здесь 42 скважины, из них на сегодня работают лишь 25. За прошлый год было приобретено и установлено 13 насосов первого подъема и 2 второго. Но даже этих мер не хватает, чтобы обеспечить полностью водой селения Малгобекского района. Вот из первой партии, которая закуплена у насосов, мы уже 8 здесь установили, из тех 14, которые были. 2 мы установили в ГНСе, 2 в Альтиево и 2 Харланова, да. Харланова 2. И мы отсюда воду гоним аж Малгобекский район. Аж Малгобек гоним. Да. Это сколько километров? Это у нас до общей сети 23 километра, почти 80 километров отсюда получается. 80 километров? Это да, если по разводящим сетям, если общие посчитать. И вот эта идея главы, который подал, чтобы в тех населенных пунктах, где плохо с водой, установить вот эти резервуары хотя бы для технической воды. Но мы в этом году сейчас завезли уже 10 5-кубовых, правда, резервуаров. Мы 2 отправили в Инарки. Завтра отправляем еще 2 в Инарки, потому что там ситуация самая тяжелая. Одно мы отправили в Сагапши, 5 получается. 2 отдали в Сунжинский район. На сегодня дебит воды на этом объекте составляет 22 тысячи кубометров в сутки. Чтобы подать воду в достаточном количестве в сельские поселения Малгобекского района, необходимо установить новую насосную станцию. Вопрос стоял вот здесь постройки насосную, чтобы она проталкивала дальше на Малгобек, воду, что на подъем. Там на подъем 120 километров. Или все-таки на подъем? Это что нам даст? Вот здесь насосная станция, она не позволяет давлением до конца, до последней точки довести воду до потребителя. В связи с этим, с восточным... Не позволяет, потому что трубы? Не позволяет, потому что давление этой насосной не может, да. В связи с этим мы с Сунжинского водозабора до сих пор докачиваем 20% воды и превышаем это давление.
В связи с этим, если мы здесь установим насосную станцию с расчетом того давления, которое доставит его до Малгобекского района, это нам даст не только улучшение водоснабжения в этом районе, плюс еще экономия электроэнергии. Да, мы уйдем от Карабулакской насосной, это будут большие, вот там есть большие потери. Там 2 центробежных насоса работают с расходом в час 800 киловатт. Ну, давайте заявку, служебку, мы давайте все просчитаем. Ну, Эту проблему все равно надо решать, мы от нее не уйдем, она ежегодно у нас появляется. Мы хотели через Софтмар, помните, пропустить. Ну, может быть, сейчас обратимся Калькулятор, все в есть. фонд, да, наш благотворительный фонд. Хорошо, спасибо. Как отметили представители Минэнерго, потери при транспортировке воды составляют около 30%, и чтобы обеспечить водой всех жителей региона, нужно начать и завершить строительство водозабора на реке Аса. Большой проект с 8-миллиардным финансированием планируется реализовать в ближайшие 4 года. Это большая работа по строительству водозабора на реке Аса, который требует большого времени, больших денежных средств. Там проект порядка 8 миллиардов. Ну и, конечно, одно только слово 160 километров трубы протянуть, это вот говорит о длительности этого ремонтно-восстановительной работы. Но глава уже выступал, обращался, просил тоже жителей потерпеть. 3-4 года мы в этих условиях будем жить. Но делаем сейчас все для того, чтобы ликвидировать отставание по добыче воды. Еще хочу обратиться и к жителям. Очень плохо обстоит у нас платежная дисциплина. Иногда доходит до того, что на одной улице один дом платит за воду, все остальные не платят. В связи связано с тем, что эти дома не зарегистрированы. На сегодняшний день у нас создана еще одна компания, которая будет как раз отслеживать связь оплаты воды, регистрации жилых домов, строений, сооружений. Это позволит наполнять нормально бюджет республики и находить средства на вот увеличение добычи объема воды. Потому как эти все станции наши были рассчитаны несколько лет назад совершенно на меньшее количество жителей. Примерно в 2 раза все рассчитывалось. Сейчас у нас увеличилось количество жителей, а объемы воды не увеличены. Еще один объект, который отвечает за водоснабжение Малгобека и Малгобекского района, это головная насосная станция в Сунже. Здесь износ оборудования около 80%. ГНС была построена в 1996 году, и срок ее эксплуатации закончился еще в 2010-м. На этом объекте 18 скважин, одна из которых не работает. Еще 2 функционируют не в полную силу и нуждаются в замене погружных насосов. С начала года на ГНС заменили 13 насосов. Еще один как раз в процессе монтажа. Здесь также нужно провести работы по замене оборудования 2-го подъема. Я думаю, что в конце следующей недели, где-то числу, наверное, 20-22 мы закончим, июля, закончим подсчет калькуляции, сколько будет стоить замена основного оборудования, которое находится в насосной станции. Она вышла из строя. Недавно, неделю назад, у нас была проблема. Полетели соединяющие, там труба порвалась, где фланцевое соединение, сам насос один полетел. И из-за этого мы практически неделю не могли восстановить водоснабжение Сунжинского и Малгобекских районов. Почему? Потому что труба протяженностью более 120 километров, пока ее заполнишь, пока резервуары заполнишь, проходит определенное время. Головная насосная станция питает не только сельские поселения Малгобекского района. Вода отсюда поступает и в Сунжу. Ветхость труб и оборудование также создают проблемы и для жителей города. Не так часто, как в Инарки, Сагапши и Плиево, но тут тоже периодически отключали воду. Головная насосная станция питает верхнюю часть города и поселок Менделеево. Это микрорайон, где у нас находятся многоквартирные дома. И вот в связи с изношенностью оборудования на главной насосной станции и водопроводной сети, которая подает воду через Сунжу и дальше в Карабулак, Малгобек, периодически бывает перебой, отключение головной насосной станции. И после отключения очень быстро, короткий промежуток времени, буквально верхняя часть города и многоквартирные дома в городе Сунжа остаются без воды. Перебои были не менее 15-20 раз в среднем. Сейчас более точную цифру не готов сказать. В среднем, да. Разное время. Это могло быть полдня, бывало, что и день, бывало по несколько часов. По несколько часов чаще.
Значительно улучшиться водоснабжение должно и после модернизации Альтиевского водозабора. Строительные работы здесь начали в прошлом году. На сегодня модернизация завершена примерно на 50%. На территории объекта пробурили 10 скважин, которые дополнительно дадут 24 тысячи кубометров воды в сутки. На модернизацию и реконструкцию водозабора выделено более 400 миллионов рублей. Муслим Ганиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.